Спасибо, что согласились на интервью. Давно, пожалуй, что давно не общались, и я признаюсь, есть такой грешок. Хотелось, рутина, как всегда, затягивает, и хотел, журналистика – это такая профессия, когда ты задаешь вопросы, тебя интересующие, и тебе еще за это деньги платят. Очень такая хорошая у нас профессия, поэтому у меня много вопросов по истории, поскольку, чуть было я не стал историком, но все же изучал, но вопросы остались. Поэтому хотелось бы начать беседу с вопроса, который вчера прозвучал, про финно-угорский компонент в генезе татар. Чем же он не угодил историческому сообществу? По поводу финно-угорского компонента, тут ведь речь не о том, что угодил или не угодил. Мы понимаем прекрасно, что этногенез татарского народа очень сложное, многовекторное, многовековое явление, которое вот так вот с кондачка не оценить. Его оценка, анализ и попытка представить в каких-то удобоваримых, понятных фразах общественности, это, конечно же, можно за круглым столом с участием специалистов действительно в области археологии, истории, лингвистики, литературоведения, то есть самого широкого спектра как академической науки, так и общественности. Потому что, действительно, есть люди, у которых есть собственная картина этногенеза, которая основана на их определенных умозаключениях и прочих каких-то материалах. Но, говоря о финно-уграх, конечно, татары, они исторически развивались в среде народов, которые проживают здесь, в Восточной Европе. У нас тысячи лет истории здесь, и нашими предками, конечно же, являются многие племена, народности, которые здесь жили на протяжении 2-3 тысячелетий. Вполне это никто отрицать не будет. Другое дело, когда мы начинаем говорить о доминировании какого-либо компонента и начинаем говорить без приведения каких-то очевидных доказательств, даже доказательств не только для ученого, для ученого нужен сложный комплекс доказательств, но просто даже для человека, которому ты говоришь об этом. Тут уже, конечно, возникают вопросы, а с чего вы взяли, что у нас этот финно-угорский компонент доминирует? Докажите. Приведите хотя бы одно веское доказательство. Вот, к сожалению, этих доказательств мы не слышим, но красивую теорию видим. Но по поводу доказательств, тоже, как видите, фейсбучная аудитория, там любители историки. Вот есть такой любитель истории, Ренат Тимиргалеев, и он даже больше географ, он, взял ревизский сказ и взял упоминания в легендах про финно-угорские народы, у татарского народа, сложил там 5 слоев, и у него получилась карта. И оказалось, что все заказание, прямо все в точках, прямо все показывает, что там были или марийцы, или удмурты. То есть, а как это объяснить? Вся эта полемика заказания, она финно-угорская. В легендах они существуют, а куда они делись? Вы знаете, если обращаться к топонимике, к гидронимам, например, то вообще вся Восточная Европа, она насыщена топонимическими названиями, восходящими к финно-угорской цивилизации. Это на всей этой огромной территории, не только у нас в Татарстане. Затем, я просто не знаком с методикой вот этих наложений его и подбора. На Яндекс.Карту он собрал эти данные и получилось такое облако. Вы знаете, как он анализировал легенды, как он подбирал легенды, что это за легенды? Там, где упоминались или о том, что рядом были, то есть удмурты или марийцы, или в легендах, как кто там цари-основатели, я так понял. Это опять-таки очень сложный процесс. Да, действительно, на территории заказания, особенно в северных районах заказания, это традиционные места обитания и представители финно-угорских народов, и марийцев, и удмуртов, они сейчас живут на этих территориях, это исторически так было. Но появление здесь татар, судя по тем отрывочным летописным сведениям и, судя по народным легендам, оно вообще уже начинается в период Волжской Болгарии,
безусловно. Селения такие, да? Оно начинается, да, в этот период, но самого массового наплыва происходит после разгрома Волжской Булгарии, Улуса, болгарского Улуса Золотой Орды, Аксак Тимуров, ну, вернее, не им самим, а войсками его, и последующими разгромами, вот, набегами ушкуйников и прочее. То есть наблюдается массовый исход татарского населения, в тот период это уже было татарское население как в Заказание, так и на территорию правобережья Волги. То есть за Казани уходили, потому что там были леса, там был удобный рельеф, защищающий от возможных нападений, хорошие водные ресурсы. И, в принципе, это был хороший фактор спасения. Правильно потом вы сказали, после падения ханства продолжался исход на эти территории. Конечно же, вот эти большие массы татарского населения, они приходили на земли, которые были населены, или в леса, которые были населены финно-угорским людьми. Но давайте проанализируем легенды. Огромный комплекс легенд сохранился по поводу аулов Заказания, да и не только Заказания. Там примерно одна матрица, то есть пришел род татарский, во главе, значит, один глава рода, у него сыновья. Они пришли в деревню. Эта деревня Марийская, предположим. Марийцы увидели увидели пришельцев, и они ушли. А пришельцы, причем это мирно. Просто не хотели, татары готовы были рядом жить и вместе. Ну, просто, марийцы просто не хотели жить. У них свой уклад жизни был, у татар свой уклад жизни. Ведь потом что происходило? Дальше, по легендам. Начинают расчищать лес. Во всех легендах татары, пришедшие туда, начинают расчищать лес. Да. То есть они убирают огромные лесные пространства, и у них получается поле. Поле, выгон для скота, потому что основное это было скотоводство. И в этом отличие от образа жизни местного автохтонного, ну, условно говоря, автохтонного финно-угорского населения и, условно говоря, пришлого татарского. Хотя тут нельзя говорить в таких категоричных рамках, потому что это одна территория проживания на протяжении тысячелетий у предков и финно-угорских, и тюркских народов была. Они вычищают, но местные жители, марийцы или предки марийцев или удмуртов, они уходят куда-то в другое место, основывают эту деревню и продолжают жить, и контакты продолжаются. Ведь, вот, например, наши археологи, изучающие деревни Заказания, они четко фиксируют. Деревня с марийским названием, предположим, ну, какой-нибудь Пшенгер, там, Кинер, Кизнер, ну, масса названий. Да. Ну, они фиксируют, находят древние марийские кладбища, но эти марийские кладбища не являются, там уже татарское население не хоронит людей, оно создает свое кладбище. То есть нет преемственности. Если бы это были тюркизированные, исламизированные марийцы на этой территории, то, я думаю, бы и продолжалось бы, в принципе, на месте, где предки были похоронены, и хоронили дальше. Поэтому тут мы не видим преемственности. Практически везде, у каждой деревни, и это в памяти татар есть, что вот Черемисское кладбище, вот оно здесь, Чермеш, Зирата. Да, и, кстати, Шагабудин Маржани же тоже, описывая историю ряда деревень Заказания, он точно такой же механизм видит. Вот, например, деревня Мачкара, как возникла. Он же прямо пишет, что род касимовских Мурс, или кто, которые ушли из Касимова, они вначале основали деревню Бурбаш, Балтасинский район, да, там поселились. Затем они, там у них были определенные конфликты между собой, и род один выселился в деревню Мачкара, где жили удмурты. Но удмурты не стали жить вместе с татарами, они ушли. То же самое мы видим с каренскими князьями. Вот если... Нет, именно Удмуртия, Южная Удмуртия, и там тоже, когда каренские татары жили, они не жили вместе с удмуртами. Удмурты боялись
Там это совершенно разные системы образа То есть жизни. это психология разная, лесные народы. Разные, и религиозность разная, и, ну, что уж греха таить, и, конечно, и языковая среда разная, хотя они активно взаимодействовали и потом понимали друг друга хорошо. Там же масса легенд, вот, например, удмурты очень боялись, что каренцы, там то ли каренцы, то ли удмурты боялись друг друга и специально кидали лапти огромных размеров, чтобы думали, что тут великаны живут. Это вот, то есть тут речи нет о массовой тюркизации, исламизации финно-угров. Но вот, ну, по крайней мере, ну, вот эта теория отчасти родилась, наверное, благодаря источникам 19 века. Там. Эти источники хорошо знаю, 19 века, но нет там свидетельств документальных о массовом переходе в ислам именно финно-угорского населения. Есть большой вопрос, большая проблема с крещено-татарским населением, которые перешли в православие, предположим, в результате каких-то миссионерских действий, не совсем, может быть, мирного характера даже, на протяжении 17-18, особенно 18 веков. Вот те, которые были переведены в 18 веке, они активно начали отпадать и в 19 веке, потому что у них еще была свежа память о том, что их предки были мусульманами. Сложнее был вопрос со старокрещенными татарами. Понятно, что у них, если они перешли православие в конце 16-го, начале 17 века, они уже во многом закрепились. Есть такие роды, деревни, мы их знаем. А вот касается новокрещенных татар, то есть которых в результате кампании Луки Коношевича, например, перевели, они были крайне нестойки в вере и постоянно пытались перейти обратно в ислам, но это очень жестоко каралось. Вы понимаете, что был жесточайший, строжайший надзор за состоянием инородческого населения в религиозном плане. Если бы власти заметили бы массовую мусульманизацию языческого, марийского или удмуртского населения, я уверяю вас, были бы приняты самые строгие меры к духовенству и да и населению тех мусульманских деревень, которые бы этим занималось. Там бы просто не позволили. Может быть, были отдельные случаи перехода в ислам отдельных представителей, вот, марийцев или удмуртов, да, но это по пальцам пересчитать, и то многие из них становились причинами скандалов, разбирательств и доносов. Потому что вот я сам видел архивное дело в отношении, например, известного Ишана Гали Сайфуллина из деревни Тюнтер, который как раз занимался якобы по наветам своих недругов, что он занимался вот, переводом удмуртов в ислам. Так там было огромное разбирательство, ничего в итоге не подтвердилось, но нервы ему потрепали капитально. Он фактически чуть не угодил на каторгу из-за этого. Ну, какой массовой исламизации в 17-м, 18-м, ну, как вот в 18 веке, когда Лука Коношевич зверствовал буквально, да, ну, о какой исламизации может быть идти речь? Это, мне кажется, все для красивого словца, не имеющего ничего общего с исторической действительностью. Ну, язычников, наверное, не отслеживали же? Отслеживали. Язычники были хорошей базой для перевода их в православие. То есть это паства будущая была, с ними работали. Ведь у нас недаром было же миссионерское это братство Святого Гурия в Казани. Недаром здесь была семинария, недаром здесь возникла Казанская духовная академия. Православная церковь очень внимательно смотрела за состоянием религиозным состоянием населения, проживающего как здесь у нас, так и уже южнее. То есть они большой... Ну вот у нас, например, создали татарскую учительскую семинарию Эльминский в 1872 году. Где Ганевская скрипка, кажется, сейчас? Нет, это учительская школа. Семинария – это как раз для подготовки преподавателей, педагогов для мордвы, марийцев, удмуртов, крещенных татар. Ее здание – это техникум легкой промышленности на Кабане. Это где Интехбанк. Вот этот комплекс. Это вот огромное здание было выстроено как раз для миссионерской работы среди вот этого финно-угорского населения. Это было на хорошем государственном финансировании. То есть говорить о том, что за ними никто не смотрел, и только ушлые мусульманские миссионеры, это смешно.
Это смешно просто. Нет ни одного факта нет, говорящего о массовой исламизации финно-угров в этот период. Вот древнее взаимодействие тюрок и финнов на этой территории, это взаимодействие уже там прослеживается. Ну да, казаков, если не ошибаюсь. Там. И казаков, да и в трудах всех практически наших археологов, и Халикова, и Старостина, и многих-многих других, эти взаимосвязи, и современных археологов, эти взаимосвязи очень четко прослеживаются, потому что это такой материал, который бросается в глаза. Действительно, татары, они всегда жили в теснейшем соприкосновении с финно-угорским населением. По другим периодам тоже есть соответствующая литература, кто занимался в том числе и миссионерской деятельностью, и Файзулхак Ислаев работал по данной проблематике, Ильдус Кудусович Загидулин. У него весьма такие объемные монографии по этому периоду. Радик Равильевич Исхаков, это тоже специалист по 19 веку. Бахтияр Измайлов. И можно много ученых и молодых, и уже авторитетных перечислять, которые так или иначе этот вопрос рассматривают. Но я не видел ни в одной монографии, где бы говорилось о том, что прям деревнями в Заказании, например, марийцы переходили в ислам и становились татарами. Понимаете, это такой процесс очень долгий по времени. Может быть, вы сумеете перевести в ислам какую-то деревню, но чтобы они стали татарами природными, да, вот по своим обрядам, привычкам, обычаям. Через 30-50 лет, наверное. Конечно, но это все равно все было бы отражено и зафиксировано. И в народной памяти, и в архивных документах, государственных документах. Нет таких свидетельств. У меня больше всего вот в этом кейсе Заказания, ну, то есть, на самом деле, это феномен великой колонизации, да, как в Древней Греции была колонизация, они там по всему Средиземноморью расселились и построили колонии, так и вот здесь, да, то есть, вы говорите, это уже и Волжская Булгария, и разгром Булгарской вилайета, и Казанское ханство-падение, да, то есть, на самом деле, вот это явление, это же тоже интересное явление, как колонизация вот этого края, то есть, это как они приходят, то, что вы рассказывали, я нигде не видел. Ну, по сути, это там, интереснейший этап в истории татарского народа, там, я так понимаю, после 16 века. Считаю, что это тоже определенная схематичность, потому что надо изучать дальше. Потому что есть такое большое подозрение, что тюркское население, оно здесь существовало гораздо раньше и в Волжской Болгарии. Во всяком случае, так. Самарские археологи Хазар находят, там кто знает там, что это было, но во всяком случае, вот когда мы говорим, например, о финно-угорском компоненте, ведь на самом деле мы анализировали и генетические исследования проводили, но нету доминирования финского компонента.